Супруга президента Турции Эмине Эрдоган и его сын Билал посетили лагерь беженцев Кутупалонг в Бангладеш. Здесь от преследования со стороны мьянманских военных укрылись сотни мусульман рохинджа. Насилие разгорелось в штате Ракхайн 25 августа, когда боевики рохинджа напали на полицейские блокпосты. В последующих столкновениях погибло не менее 400 человек. Спасаясь от преследований, тысячи рохинджа бегут в соседний Бангладеш. Мы знаем, что рохинджа – законные жители Ракхайна, и надеемся, что их проблема будет решена на долгие годы. Нам хочется, чтобы отчет комиссии по проблемам рохинджа появился как можно скорее, и страдания этих людей прекратились. Президент Реджеп Тайип Эрдоган резко критикует отношение властей Мьянмы к мусульманам рохинджа, которых, по его мнению, подвергают геноциду. 5 сентября он по телефону провел переговоры с главой МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Политики обсудили положение рохинджа и возможность доставки гуманитарной помощи в штат Ракхайн. Турция намерена привезти в пострадавший регион 1000 тонн продовольствия, медикаментов и одежды. А это индийский город Хайдарабад. Здесь также укрываются от преследования мусульмане рохинджа. Они не захотели оставаться в Бангладеш и бежали в Индию. Однако индийское правительство решило отправить их обратно в Мьянму. Беженцы говорят, тогда им лучше умереть сразу здесь. У нас много трудностей. Индийское правительство говорит нам уходить. Убейте нас, но мы не уйдем. Что же нам делать? Здесь хотя бы мир, мы можем заработать на еду. Здесь тяжело, но в Мьянме нас убьют. Они разрушают наши дома, и мы остаемся ни с чем. За последние 2 недели вооруженного конфликта в Ракхайне мьянманско-бангладешскую границу пересекли более 120 тысяч человек. Власти Мьянмы не дают гражданства мусульманам рохинджа, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт обострился в октябре прошлого года. Тогда боевики рохинджа также напали на полицейские блокпосты в Ракхайне и убили 9 правоохранителей. После этого мьянманские военные начали антитеррористическую кампанию. С тех пор из Мьянмы в общей сложности бежали более 200 тысяч мусульман. Мьянманские власти, в свою очередь, призывают рохинджа к сотрудничеству и просят помочь найти тех, кто убил полицейских.